Во Владикавказе убит религиозный деятель. Тело заместителя муфтия Северной Осетии Расула Гамзатова было обнаружено возле собственного дома. Инцидент произошел на улице Даватора в западной части города. Следствию пока не удалось выйти на след убийцы и заказчика преступления. Отрабатываются все возможные версии. Добавим, что это уже не первое громкое убийство религиозных деятелей в Осетии. На 17 июля 2014 года у одного из подъездов по улице Даватора города Владикавказа неустановленное лицо из огнестрельного оружия совершило умышленное убийство заместителя муфтия по Республике Северная Осетия Алания Гамзатова Расула. Память Бесика Кудухова почтили на Аллее Славы. В день его рождения у памятника собрались родные, друзья и коллеги по ковру. Трагическая авария унесла жизнь Бесика, лишив тем самым Осетию и весь мир одного из самых талантливых борцов планеты. 12 человек, в том числе и гражданин Южной Осетии Тамерлан Иналдиев, освобождены в Луганской республике. Подробности обмена пленных сообщил наш земляк Алан Мамиев, который находится на месте боевых действий. Я нахожусь в Донецке, это Донецкая область, а он был в Луганске. И его освободили тоже там, где-то на границе, в Дебальцево, в городе был обмен, меняли 12 человек на 8. То есть их 8 на наших 12, заложников поменяли. И его вместе с ними поменяли. Связи с ним я не знаю, у меня сейчас нету с ним связи. Но он, по всей видимости, сейчас его будут в Россию эвакуировать. Там еще один наш остался, Макеев. Его должны тоже на днях, по идее, поменять. Там нашли уже заложников, на кого поменять. И вроде поменяют. 8-й международный симпозиум Аланика подошел к концу. В здании научной библиотеки участники форума представили свои финальные работы на тему «Осмысленное действие». Каждый художник продемонстрировал свое видение темы, не ограничиваясь рамками стиля, будь то инсталляция, видеоработа или картина. Как координатор, как куратор оцениваю на высочайшем уровне. Но я думаю, что мое мнение подкрепится тем, что выставка, продолжаясь 3 недели, безусловно, соберет много откликов. Как у публики, так и у профессионалов. Парламентарии Северной и Южной Осетии встретились во Владикавказе. Они договорились о всестороннем сотрудничестве. Глава нового парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов рассказал о намерениях создать в республике такие условия, чтобы граждане, покинувшие ее ранее, вернулись обратно. Он также отметил, что для молодой республики проблемой остается снижение рождаемости. В настоящее время смертность превышает показатели по рождаемости. Спикер также выразил благодарность Северной Осетии за поддержку в дни грузинской агрессии. Когда шел процесс становления республики, конечно же, помощь, которая была оказана, опять-таки была оказана Северной Осетии, конечно, и федеральным центром, без сомнения, через Северную Осетию. Все это мы, конечно же, помним, знаем, ценим. И в дальнейшем нам бы хотелось, конечно, продолжить наше такое теплое взаимодействие. В городе прошла всероссийская благотворительная акция «Улыбнемся солнечному дню». У всех желающих была возможность покататься в парке аттракционов Тропикленд на любых аттракционах абсолютно бесплатно. Цель мероприятия – осчастливить как можно больше детей. Подобные акции проводятся во многих районах России 3 воскресенья августа.